Вдох глубокий, руки шире, не спешить. 3-4, бодрость, дух и грации и пластика. Возраст 25, рост 191, вес 120. А вот еще килограммы: бронза, золото и серебро. Их 4,5 килограмма. Занимался греблей, теперь отгребают от него. Юрист. За компанией миллион дел, но вот живот большой, попадает под санкции. В обхват 132 сантиметра. Я всегда был большой, но при этом я был очень сухой. То есть я был широкоплечий, красавчик. Я сейчас тоже красавчик, но полный. Полный красавчик в России каждый третий, в Японии 3 из 100. Работает закон Митаба, женский охват 90, мужской 85. И Россия хочется, только люди у нас большие, и в высоту, и в ширину. Как вы представляете, что люди, процентов 90 из которых стали намного больше, чем 90 сантиметров, будут принимать закон против себя же? Я думаю, это здесь у нас не сработает точно. Да и у нас холоднее. Холоднее, да нет дыма без огня. В интернете обсуждают, Росздравнадзор не комментирует. А вопросов все больше. А генетика, а здоровье, а беременность. Человек работает с тяжелой физической нагрузкой, у него может быть обхват живота такой же, как у человека с чрезмерной массой тела. В России это работать вообще не будет. Никогда в жизни. Нашему государству нужно в первую очередь о чем-то другом подумать, чем об обхватах живота. С каким животом ходить, это его личное решение самого. Ну, конечно, себя лучше держать в форме. Без паники, не бывает плохих обхватов, бывают плохие законы. Да и в Японии это не штраф и не налог, а лишь обязательный пункт при медосмотре. И то лишь 40 до 75 лет. Действует в Японии, но готовится и в России. У меня в итоге 93. У меня 88. У меня 60. Надо бы набрать. Говорят, хорошего человека должно быть много. А пока народ измеряет свои животы и ждет. А какой же налог будет следующим? Лилия Кашварова, Андрей Сентальцев, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.